В этом году мы отмечаем 74-ю годовщину Великой Победы. В нашей стране нет ни одной семьи, кого бы ни коснулась эта страшная война. Из 62 тысяч якутян, призванных на фронт, более половины погибли на полях сражений, умерли от ран или пропали без вести. Те, кто вернулись домой, поднимали страну из руин, и с каждым днем их становится все меньше. На сегодняшний день в республике проживает около 100 участников боевых сражений, из них более половины в столице. Гость нашей студии сегодня председатель Республиканского совета ветеранов Якутии Вильям Иванов. Вильям Ачирович, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, многие ли якутяне приняли участие в акции «Диктант Победы»? Да, вчера в нашем так называемом инновационном музее «Россия. Моя история» проводилась эта акция, но она проводилась не только в здании самого музея, но и во всех улусах нашей республики. Вчера участвовал в этом мой заместитель Никита Никитич Ноев. Он мне передал сегодня буквально утром, что рассчитывали, что придет человек 30 на диктант, но оказалось в 2 раза больше желающих представителей города, чтобы принять участие. Ну а про районы вы сегодня, наверное, получите уже более такие точные данные. Самое главное здесь, что люди активно отреагировали на это. Они хотят знать свою историю, хотят принять участие в этой акции, хотя бы таким путем, материализуя свои знания и великого русского языка, и знания истории. Вильям Ачирович, это неформальная акция была, а именно живая такая. А какие мероприятия проводит ваша общественная организация именно по увековечению памяти участников войны? Вы знаете, вы правильно заметили, наша организация общественная, поэтому, естественно, у нас полномочий не очень много, чтобы каким-то образом активно участвовать. Поэтому мы на правовых основаниях работаем, например, с государственными органами, это Министерство труда и социального развития, Министерство молодежи и социальных коммуникаций, Министерство здравоохранения, отделение Российского пенсионного фонда по нашей республике, отделение Фонда социального страхования, потому что мы стараемся, например, мы заключили соглашение с Министерством молодежи. И сегодня разговор идет о том, чтобы мы участвовали в их мероприятиях, потому что это продолжение патриотического воспитания. Мы не можем работать только с ветеранами. Одна из главных задач – это участие в патриотическом воспитании населения, в том числе молодежи. Поэтому, естественно, сегодня шел разговор, то есть на днях шел разговор о том, чтобы водрузить копию Знамени Победы в 2020 году на пике победы у нас в республике. Это была инициатива ветеранов МВД и внутренних войск республики, и руководство молодежи тоже поддержало, и потом будет уже решаться вопрос в рабочем порядке. Самое главное, что эта идея ветеранов поддержана молодежью. Таких акций достаточно много. Буквально на днях решался вопрос и о том, чтобы в этом году провести по всей территории республики флаг Победы. По каждому наследию, по каждому району. Дело в том, что 26 апреля глава республики Арсений Сергеевич Николаев издал указ, конкретный правовой документ о том, что с 9 мая этого года по 9 мая 2020 года объявлен годом Великой Победы с девизом «Ваш бессмертный подвиг в сердцах поколений». И это все, и этот указ, и конкретные действия локальные всех министерств, муниципальных образований, оно все объединяется в один большой конкретный план. Очень хорошо ветераны восприняли то, что в этом году при создании рабочей комиссии по подготовке организации к 75-летию эту комиссию возглавил сам глава республики. Это все-таки придает статус, это какие-то обязательства уже возникают более серьезные. И я думаю, что это большое мероприятие должно пройти достойно, встретить 75-летие. А в следующем году 75-летие Великой Победы. Какие планы у Совета ветеранов Якутии по проведению юбилейного года? Мы, естественно, сначала основываемся на планах нашей всероссийской организации, штаб которой находится в городе Москве. Затем мы, естественно, работаем вместе с республиканским планом мероприятий, которые уже разработаны, утверждено рабочей комиссией. Там есть и вопросы финансового источника обязательные, там дано задание уже и
каждому министерству, ведомству, руководителям муниципальных образований. То есть не должно быть как-то отдельно кто-то должен заниматься, а все должно быть в комплексе идти. Вот тогда там и подключен, например, Министерство здравоохранения, которым поручено прямо применять принцип индивидуальности. У нас же в городе осталось всего, к сожалению, в живых участников войны 63 солдата Победы. И вот сегодня ставится вопрос об индивидуализации, чтобы или предприятие, или молодежная организация именно вот за этим ветераном следили. То же самое касается и Министерства труда и социального развития, тоже касается муниципалитетов. Но, конечно, у нас в некоторых районах уже давно нет участников войны, но есть ветераны тыла, есть жители блокадного Ленинграда, есть несовершеннолетние, ну, хоть и малое количество, но побывавшие в ужасных концлагерях фашистов. Вот эти люди сегодня, они по закону отнесены к участникам Великой Отечественной войны, и они нуждаются сегодня в повышенном внимании. Мы стараемся, чтобы они побольше времени остались с нами, в нашем обществе, увидели, как вот живут их дети, внуки, правнуки. У большинства уже и правнуки есть. Ну, буквально вчера в нашей студии мы обсуждали тему участия наших ребят в поисковых работах. А вот работаете ли вы с поисковиками? Да, это очень хорошая тема. У меня вот как раз первым заместителем нашей республиканской организации у меня является Лебедева Галина Николаевна. Это государственное бюджетное учреждение, так и называется «Победа» в Великой Отечественной войне 41-45. И они в плане нашей работы, их не прописано, вот уже несколько лет, организуют добровольные поисковые отряды. Это представители МЧС, представители студенчества, свободные граждане, которые могут. Они вот в эти года уже работали на поиске погибших солдат в районе вот Пулковских высот под Ленинградом, в Ржеве, где была большая военная операция, в Подмосковье, Крыму. Но это, знаете, очень тяжелая работа. Это просто кажется, вот нашли там каску, ложку, они поднимают из этих болот пулковских те же самые кости, останки человеческие. Все-таки это большая такая психологическая нагрузка, но наши люди все это выдерживают. Они вот с последней поездки привезли останки. И вот вы как раз сейчас сказали, да, что были и без вести пропавшие. До сих пор находят останки солдат, которые были призваны с нашей родины Якутии. Ну, около 64 тысяч было призвано, как вы сказали, большинство на полях сражений погибли, но и среди них есть вот такая строчка есть, без вести пропавшие. И вот до сих пор находятся останки солдат, и я думаю, все сегодня знают, буквально перед этими праздничными днями, в пригороде города Старая Русса, Ленинградской области, нашли останки солдата из Сунтарского района, Исеева Афанасия Ивановича. А он 75 лет считался без вести пропавшим. Представляете, это что для родственников, для его близких родственников. А теперь он восстал из праха, и теперь все мы знаем, что такой человек, такой солдат не просто где-то затерялся в аналах истории, а он вот героически погиб. Это было очень серьезное сражение за освобождение города Старая Русса. И теперь он будет захоронен, мы точно знаем, вот как раз 7-го вчера на братской могиле в центре этого города будет его фамилия, имя, отчество золотыми буквами выбито среди других, которых нашли. Вильям Ачарович, но я думаю, что вы согласитесь, что немаловажную роль играет вопрос именно социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Вот в регионе какая поддержка оказывается? Да, вы знаете, у нас есть Министерство труда и социального развития, есть специальный департамент, который в этом направлении работает. Я для того, ну, это наша забота тоже о своих ветеранах, поэтому руководители министерства посчитали, что я должен быть членом коллегии. То есть я внутри самого работы министерства знаю, я член общественного совета этого министерства, поэтому мы всегда держим на пульсе вот те проблемы, которые существуют. Это вот своевременно, и Министерство здравоохранения этим тоже занимается, отделение пенсионного фонда, я как сказал, занимается. Вы знаете, уже давно, более 10 лет, есть практика еще со времен моего предшественника Будимира Дмитриевича Слепцова
проводятся Дни ветеранов в Улусах, во всех. Но и не только мы сами едем, чтобы встретиться с ветеранами, а мы берем с собой, согласно вот нашим договоренностям, специалистов. Нам очень в этом помогает, поддерживает Министерство здравоохранения. Мы заранее разговариваем с главой района, например, с ветеранами и говорим, у вас каких врачей не хватает, вот особенно в арктических улусах, да. Они говорят, вот у нас нет такого-то офтальмолога, там кардиолога, и мы ходатайствуем перед Минздравом, и они нам вот, какие бы сложности ни были, они нам выделяют этих врачей. Или с нами постоянно ездит в эти отдаленные районы руководитель пенсионного отделения Степанов Георгий Михайлович. Потому что, вы знаете, самый дремучий лес – это пенсионное законодательство. Илья Мачарович, ну очень важно, что все эти вопросы социальные, они решаются. Да. Большое спасибо вам за участие в нашей передаче. Спасибо вам. Я напомню, гостем сегодняшней программы был председатель Совета ветеранов Якутии Вильям Иванов. Оставайтесь на Якутия-24.